В Гааге продолжается второй день слушаний иска Киева против Москвы. Накануне, к слову, была приглашена украинская делегация. Сегодня выступали представители МИД России. В частности, Илья Рогачев сообщил, что Россия не поставляет вооружение террористам, а боевики в шахте на Донбассе сами нашли советское или оставленное украинской армией оружие. Другой представитель России, Григорий Лукьянец, сообщил, что запрет Меджлиса в Крыму – это, цитата, «реакция на акты насилия», и о том, что Украина дискредитировала права крымских татар. В Гааге до 9 марта будут проходить слушания Международного суда по иску Украина против России по противодействию финансированию терроризма и расовой дискриминации. Об'єднання з Криму з Росією – це відновлення справедливості історичної, про яке кримські татари чекали роками. Президент декрет про реабілітацію кримських татар. Ці міри давно чекали кримські татари і ніколи на них Україна не йшла. Уже третий год оккупации Крыма, и на территории Крыма не произошло никаких экстремальных событий, никаких взрывов, никаких диверсионных актов. Это не потому, что там некому взрывать, некому выражать свой протест против оккупации. Но такова стратегия Меджлиса, такова стратегия украинского государства решать вопросы мирным дипломатическим путем. Но мы можем говорить только о том, что Украина была равнодушна к нашим проблемам. Она оставила нам на произвол, мы на противостоянии с этим большинством, и ничего не предпринимала. А при Януковиче она вообще действительно заняла в отношении нас такую враждебную политику. Но даже при Януковиче существовали какие-то демократические права, мы имели возможность собираться и отстаивать как-то свои права. Сейчас этого нет. Кроме этого, стало известно, что у здания Международного суда ООН в Гааге состоялся протест родственников погибших в катастрофе MH17. Они требуют, чтобы Россия признала вину и взяла на себя ответственность за трагедию.